Проблему национальной безопасности Абхазии обсудили на круглом столе Конгресс народа Абхазии и Центр социально-экономических исследований. Подробнее о современных вызовах и месте Абхазии в этих процессах будем говорить с Олегом Доменя, директором Центра социально-экономических исследований. Олег Несторович, вы выступили с основным докладом на тему, посвященную спецоперации. Говорили, что угроза от Украины существует и в том числе для Абхазии. Объясните эту позицию. Война, которая фактически идет на территории Украины сегодня, это гибридная война, небывалая война, аналога которой нет в истории человечества, потому что здесь одновременно решаются многие вопросы: ресурсные, геополитические, культурные, цивилизационные, экологические, какие хотите вообще. И кроме того, сама технология ведения войны — это совершенно новая. Значит, здесь в качестве авиации используются беспилотники. Здесь точечные удары наносятся дальнобойными и высокоточными орудиями, что раньше не предпринималось, в силу чего война принимает масштабный характер, чрезвычайно масштабный характер. Здесь столкнулись интересы двух ведущих геополитических стран — Соединенных Штатов Америки и России. Это не просто спецоперация России против Украины. Против Украины Россия не воюет, а война, еще раз повторяю, ведется между двумя ведущими геополитическими державами, которые обладают ядерным большим потенциалом. И это, конечно, представляет и для нас угрозу. Не только для нас, но для всего мира. Мир стоит ныне на грани ядерной катастрофы. Потому что во власти в многих странах пришли люди, которые никакой ответственности не несут перед человечеством и перед своими странами. Они могут принять опасно. Перед такой угрозой мы находимся. Естественно, об этом думать, собирать информацию, а потом анализировать эту информацию, составлять, а потом аналитические справки для того, чтобы свою работу вести. Это наше рабочее совещание, рабочая встреча. Олег Несторович, заявление Владимира Зеленского, он назвал несколько условий Украины для начала диалога с Россией. Речь идет о том, что он говорит: восстановление территориальной целостности — это одно из условий, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков. Это Зеленский сказал в своем видеообращении, размещенном в Телеграм-канале. О чем свидетельствует такое заявление? Можно ли это расценивать как желание Зеленского действительно договориться мирным путем? Он говорил, что если кто-нибудь из России поедет в Индонезию на встрече двадцатки, то он не будет там. А его ближайшие соратники тоже говорили: если кто-то из России будет, что там Украина будет делать? То есть они вчера говорили о том, что не будут они участвовать, если российская делегация приедет туда. А сегодня он говорит, готов вести переговоры с Россией. Это показатель того, явный показатель, недвусмысленный, явный показатель того, что Зеленский не правит Украиной. Не он определяет политику Украины. Через него, через Украину Соединенные Штаты Америки, повторяю еще раз, ведут войну с Россией. И ведут они для того, чтобы продвинуться на восток. И хотят они продвинуться на восток за ресурсами, дешевыми ресурсами Востока. Здесь интересы такие злободневные, такие интересы, отказаться от которых и Соединенные Штаты тоже не могут. Но в данном случае вопрос, который вы мне задаете, от Зеленского это не зависит. Он не определяет, еще раз повторяю, политику. Он делает то, что ему поручают. Хорошо, если кураторы, допустим, ему советуют так говорить, то это является действительно желанием договориться? Или к чему такая риторика? Договориться надо. К переговорам Путин не раз говорил о том, что вести переговоры он готов. Он готов вести переговоры. Но с кем? С Зеленским он ничего не решает.
Значит, теперь он условия ставит. Как вы думаете вообще, Россия может вернуть свои... Теперь это уже российские территории. Донецк, Луганск, Херсонская и область... Две области, две республики. Они уже референдум провели, они уже являются частями российского государства. А кто их вернет? Что, Россия вернет Крым? Или как Россия будет возмещать потери или там ущерб, который война нанесла? А кто возмещать будет тот ущерб, который Украина нанесла? Луганску, там, Донецку, кто будет возмещать? Это я не вижу здесь какой-либо перспективы, хотя в конечном итоге все войны, которые совершались, они в конечном итоге завершались переговорами. И, несомненно, здесь тоже будут переговоры. Война завершится какими-то переговорами. Но завершиться эти переговоры должны вестись по логике вещей, по логике самой войны между Путиным и Байденом. Специальная военная операция. Олег Несторович, вот после подрыва Крымского моста, да, как изменился вообще ход спецоперации? России был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Да. Как изменилась после этого ситуация, на ваш взгляд? Изменилось достаточно существенно изменилось. Почему изменилось? Слишком многие преступления, которые совершались Западом, они обнажились. Ведь не только бомбили Крымский мост, они ведь газопровод. Они же тоже разорвали, причем это же тоже было сделано англичанами. Они же это сделали. Это очевидный факт теперь уже. Они молчат, ничего сказать не могут. Все это должно быть забыто. Вот так, какая политика проводится Западом. То есть и американцы совершили много преступлений. Где только они не совершали. Воевали во Вьетнаме. Даже атомные бомбы они бросали на японские города. Об этом же они не говорят. Даже японцы и то не говорят. Все это должно быть предано забвению. Все, что, значит, американцы совершали, как они, скажем, воевали в Афганистане, в Ираке, в Ливии, какие преступления совершались. Говорят ли они об этом? Олег Несторович, вот про гибридную войну понятно, но то, что делается открыто, это санкции, которые Запад применяет в отношении России, но, как мы видим, банковская система России выдержала шоки 2022 года, об этом заявила Эльвира Набиуллина, глава Банка России. Что дальше? Выстояла экономика. Но дальше что? Что могут применить западные страны? Мы видим, что мир однополярным, по всей вероятности, по логике самого этого мира, однополярным быть не может. Он становится многополярным. Мы видим уже действия в этом направлении. Создаются различные конфигурации, различные объединения. Китай, Индия, Россия, Бразилия, Иран, Турция и так далее, и так далее. То есть, более того, даже СНГ и то зашевелился. То есть разные формы объединения уже ведутся, создаются уже. Значит, и причем они объединяются, знаете, по каким принципам они объединяются? Вот что здесь очень важно. Они объединяются не против кого-то другого, а за сотрудничество. Причем равноправное, причем справедливое. Вот что лежит в основе ШОСа и БРИКСа. И потому многие государства потянулись. Вчера передавали информацию о том, что Алжир готов стать членом БРИКСа. То есть многие страны, они же говорят, что международное сообщество, имея в виду европейское сообщество, рассматривают как мировое. А там проживает всего-навсего, значит, где-то около миллиарда населения. А все остальные 7 миллиардов где проживают? Они же не в Евросоюз входят. Они же страны. Один Китай 1,5 миллиарда. Индия то же самое, 1,5 миллиарда. Но как сейчас этот баланс выровнять? Как баланс, который был нарушен? Вы знаете, баланс сейчас нарушен
уровне вряд ли в ближайшее время такой баланс будет. То есть в ближайшее время нас ожидают очень серьезные и сильные потрясения, резкие отношения друг с другом, потому что сам процесс формирования — это сложный и противоречивый процесс. Речь будет идти в этом процессе об интересах тех или иных стран. То есть сейчас тот правовой порядок, который соблюдался и который как бы держал весь мировой порядок, он разрушается. Теперь уже нужно создавать новый порядок на новой правовой основе. Ну, а роль малых народов вот в этой структуре сейчас мира, нового мира, который формируется? Конечно, мы влиять, например, скажем, на этот процесс Абхазия влиять не может. Маленькая страна, она очень зависимая. Сравнительно с другими странами, мы очень зависимы от внешнего мира. Самое главное, каким образом мы можем спасти себя, это отслеживать, внимательно следить за процессом, за тенденцией мирового развития, в каком направлении мир развивается. Самое главное для нас не ошибиться в этом и следить за этим. Да, и сегодня, конечно, трудно определить, как будет мир развиваться, но более-менее вероятнее всего, что мир будет многополярным. И в этих условиях нам нужно очень держаться за Россией. Ведь не только мир меняется, и Россия меняется, и Соединенные Штаты тоже меняются, и Абхазия тоже должна меняться. Готовы ли мы меняться? Вот предмет сегодняшнего нашего разговора. Если мы не будем меняться, мир с нами считаться не будет. Хорошо, а вот в новом многополярном мире, который сейчас формируется, какова роль, на ваш взгляд, будет России? Как вы оцениваете вот направление, которое сейчас взяла Россия? Россия, конечно, будет занимать там ведущее место и в ШОСе, и в БРИКСе, потому что Россия, во-первых, на самом-то деле обладает огромным природным ресурсом. Ни одна страна не обладает вот такими природными ресурсами, какими ресурсами обладает Россия. Это его преимущество. А с другой стороны, Россия — ядерная держава, обладает современной военной технологией. Россия, кроме того, значит, и еще более важно, Россия обладает своеобразной, обладает культурно-цивилизационным потенциалом, сопоставимым с китайской и с индусской. Европейские страны, те же американцы, не обладают таким культурно-цивилизационным потенциалом, каким обладает Россия. А вы сказали еще интересную мысль, что мы тоже должны меняться вслед за вот этими глобальными геополитическими изменениями. Каким образом? Это предмет обсуждения, предмет размышления, предмет мысли. Думать надо об этом. В готовом плане формат нашего изменения никто нам не преподнесет. Это мы должны сами сделать здесь, потому как раз мы сегодня как раз такие вопросы обсуждали. То есть кто у нас есть ли такие люди, которые могли бы сесть за рабочий стол и обсуждать эту проблему? Как нам можно и нужно меняться? Но есть у вас мысли, например, какие вы свои идеи могли бы предложить какие идеи? Команде? Да, я уже говорил о том, что БРИКС и особенно ШОС уже подчеркнуто определили, в каком направлении, на какой базе, правовой и моральной, и социальной базе вот эти объединения будет формироваться ШОС. Это социальная справедливость, равноправие. Если Запад исповедует, что должен быть однополярным, не должно быть никаких национальных, этнических и культурных особенностей, какого-то разнообразия, а должно быть однообразие. Все люди должны быть одинаковыми, все люди должны нести одни и те же ценности, неолиберальные ценности. А Восток исповедует, что это разнообразие должно сохраниться. Значит,
восточная модель развития нас устраивает, потому что мы тоже за то, чтобы свою культуру сохранить, свои национальные или этнические особенности сохранить. Это в западной модели мы там себя не найдем. А вот в восточной модели развития мы себя там найдем. И кроме того, модель нашего развития и модель российского развития чрезвычайно близки. Значит, Россия это не только наш геополитический партнер, но он партнер и в культурно-цивилизационном плане для нас. Наши культуры близки. Россия не утратила полностью свою культуру. И слава Богу, что вот эта война началась, потому что эта война заставила Россию возвращаться к своим истокам. Олег Несторович, мы сейчас говорим о спецоперации на Украине. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. И вам тоже спасибо. А нашим слушателям я напомню, о проблемах национальной безопасности Абхазии в контексте геополитической ситуации говорили с Олегом Доменя, директором Центра социально-экономических исследований.